Международный аэропорт Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзинба – это масштабный и очень важный для Абхазии проект. Об открывающихся перспективах в связи с намеченным открытием Сухумского аэропорта к концу 2024 года говорилось много. Наши ожидания омрачают информационные вбросы, используемые отдельными общественными деятелями в политической борьбе. Так, бывший министр экономики, ныне руководитель общественной организации АНД Адгур Ардзинба вчера, 6 августа, провел брифинг, на котором комментировал претензию потенциального инвестора Сухумского аэропорта к Министерству экономики Абхазии, подверг резкой критике абхазскую сторону, объявил общественности вывод, цитирую: «Аэропорт еще не построен, а Абхазия уже должна более 200 миллионов рублей». Чтобы разобраться, где правда, где ложь, мы пригласили на пресс-конференцию первого вице-премьера правительства Абхазии, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба. Джансух Эдуардович, просим вас прокомментировать. Добрый день, уважаемая аудитория, уважаемая Асима. В первую очередь хочу поблагодарить за предоставленную возможность пролить свет на интересующий всех вопрос. Безусловно, строительство аэропорта, реконструкция аэропорта и реализация такого грандиозного для Абхазии проекта привлекает немало внимания. И это очень даже хорошо. Это подстегивает, это заставляет соблюдать установленные графики, правила и так далее. Но, возвращаясь к теме нашей сегодняшней встречи, мы вчера на брифинге Адгура Ардзинба услышали определенную информацию, которая, на мой взгляд, не совсем достоверно проливает свет на текущую ситуацию. И, учитывая тот интерес, который возник в обществе, я посчитал нужным проинформировать, в деталях, что же происходит на самом деле с ретроспективой, как это все было. В первую очередь хотелось бы отметить, что проект по реконструкции аэропорта Сухум реализовывается в четком соответствии с межправительственным соглашением. Соглашение между правительством Российской Федерации и Республики Абхазия, подписанное в июне 2023 года, определяет условия, порядок реализации данного проекта. Далее, вытекающее из данного соглашения, соглашение о государственно-частном партнерстве было подписано с инвестором уже в октябре 2023 года. Но, не углубляясь, я бы хотел, наверное, ответить на самый главный вопрос, который возникает у всех, кто интересуется этой темой. На сегодняшний день каких-либо обязательств у абхазской стороны, не обеспеченных источниками финансирования, не существует. Теперь подробнее о тех документах, которые были подписаны в 2022-2023 году, о том, как все это происходило и что мы имеем на сегодняшний день. Совершенно верно было отмечено на вчерашнем брифинге, что в 2022 году, а именно 28 апреля, между Министерством экономики Республики Абхазия и акционерным обществом ДАРТ было подписано соглашение о намерениях по сотрудничеству. Далее, продолжение, был подписан договор займа от 3 мая 2022 года. Еще один документ был той же датой подписан, это агентский договор. В чем суть всех документов, которые были приняты, и какие права и обязательства вытекают из него? На тот момент основным инвестором на реализацию проекта по аэропорту Сухум рассматривалась компания акционерное общество ДАРТ. Возникла необходимость привлечения займа. В данном случае заимодавцем выступала компания ДАРТ, заемщиком выступал РУП, абхазский, РУП аэропорт наш, по условиям существовавших на тот момент договоренностей абхазской стороне в лице РУПа, Республиканского унитарного предприятия, пришлось привлечь займ. Хочу отметить, что это и в документах отражено, что деньги даже не поступали в Абхазию, они напрямую
значит, должны были уйти в счет оплаты проектно-сметной документации. Есть одна особенность, о которой вчера Адгур Амиранович не упомянул. Особенность номер один. Во-первых, сумма займа. Сумма займа составляет 120 миллионов рублей. В этом договоре четко прописано, что займ предоставляется на разработку проектно-сметной документации аэродромной части. Ну, для тех, кто не совсем в теме, хотел бы пояснить, что комплекс аэропорта, он состоит из двух частей. Из аэродромной инфраструктуры и из аэровокзального комплекса. В данном случае обязательства абхазской стороны в рамках договора займа предполагали, что привлекаются средства именно на разработку проектно-сметной документации аэродромной инфраструктуры. Эта же цель четко у нас прописывается и в Агентском соглашении, которое далее было подписано. Суть происходившего на тот момент заключается в следующем. Значит, в установленном порядке абхазская сторона юридически, так скажем, стала собственниками этих средств. Средства оставались у взаимодавца, то есть у компании DART. Вот. Далее, в установленном порядке, я хочу отметить, что все это происходило на протяжении достаточно большого периода времени. То есть задолженность у нашего РУПа по данному займу не появилась в момент подписания договора займа, а по условиям самого договора обязательства по уплате появлялись в момент перечисления средств непосредственно компании, которая занималась разработкой проектной документации. Все это было исполнено, и в чем суть, да, возникшего, так скажем, инфоповода? Это претензия, которая направлена в адрес Министерства экономики, документ, который появился в сети. Ну, на мой взгляд, это не совсем вписывается в нормы деловой этики, да, потому что это часть переписки, которая ведется в рамках реализации данного проекта. Мы на самом деле находимся в тесном контакте с предыдущим, так скажем, инвестором, и говорить о том, что там с прошлого года никаких контактов со стороны с абхазской стороны не происходит, не соответствует действительности. У меня есть вся переписка, в том числе уже и за моей подписью. Вы знаете, с 29 декабря 2023 года указом президента, значит, в структуре Кабинета министров появилось Министерство энергетики и транспорта. В соответствии с постановлением Кабинета министров, которое утвердило положение о данном министерстве, мы являемся ответственными за отрасли энергетики и транспорта. Ну и, соответственно, данный вопрос полностью, целиком и полностью является нашей ответственностью. Именно поэтому я сегодня здесь перед вами и рассказываю о том, что происходит. Если говорить по существу вопроса, суть претензий компании DART к абхазской стороне, в частности к Министерству экономики, заключается в том, что по их мнению, Министерство экономики нарушило соглашение о намерениях, которое я озвучивал ранее. Но реальность на самом деле совсем иная. Все условия и нормы, прописанные в соглашении о намерениях, а я повторю, что данное соглашение подписано между Министерством экономики Абхазии и акционерным обществом DART, далее более подробно и уже, так скажем, с более высоким статусом определены межправительственным соглашением и соглашением о государственно-частном партнерстве. Суть претензий компании, одна из основных претензий заключается в том, что Министерство экономики нарушило условия о соблюдении эксклюзивности, которая, по их мнению, значит, заключается в незаключении соглашения о ГЧП с именно этой компанией и привлечении третьих сторон. Но хочу вас проинформировать о следующем. В процессе разработки межправительственного соглашения
активное участие принимала и компания DART. В соответствии с межправительственным соглашением, в частности с пунктом 4, статьей 4, определено, что в течение 45 дней с момента подписания межправительственного соглашения решением сопредседателей должен быть утвержден порядок определения российского юридического лица, осуществляющего реализацию инвестиционного проекта. Далее, в установленном порядке, в комиссию, которая была создана на уровне министра экономического развития Российской Федерации, министра экономики Республики Абхазия и ряда иных должностных лиц, был объявлен конкурс. В этом конкурсе участвовала и вышеназванная мной компания DART, что в принципе опровергает их тезис о нарушении с абхазской стороны соглашения о намерениях, так как нелогично было бы участвовать в конкурсе, да, если они были бы не согласны с этими нормами и правилами. Далее, все это подтверждается документально, и в случае необходимости мы эту информацию можем предоставить. То есть решением сопредседателей межправкомиссии был утвержден порядок отбора. Далее, решением комиссии, протокол комиссии лежит у меня, значит, перед глазами, определен участник. Участников было 3, значит, 2 из которых по каким-то критериям не соответствовали требованиям, которые были установлены, и единогласно комиссия определила компанию «Инфраструктурное развитие» победителем этого конкурса. Говорить о том, что Министерство экономики или абхазская сторона как-то пыталась привлекать третьих лиц без согласия инвестора, в данном случае не приходится. Потому что, еще раз говорю, во всех этих мероприятиях, во всех правительственных совещаниях, в присутствии и под руководством высших должностных лиц Российской Федерации, в первую очередь, участвовали и должностные лица, уполномоченные компанией DART. Никаких вопросов не возникало. Теперь о сумме, которая звучит в претензии. Как вам известно, ряд претензий финансового характера, если сложить, то мы придем к общей сумме в 242 миллиона рублей. Хотелось бы отметить, что компания DART считает, это их мнение, считает, что абхазская сторона должна компенсировать затраты, понесенные на реализацию, значит, вопроса по разработке проектно-сметной документации. Но не зря я обратил ваше внимание в начале, значит, своего выступления на то, что в договоре займа и в договоре агентском четко прописаны цели. Средства были переданы на разработку проектно-сметной документации аэродромной части. Компания DART, ссылаясь на, так скажем, определенные, значит, факторы, приняла решение о финансировании средств на разработку проектно-сметной документации по АВК. Это значит, что абхазская сторона не давала добро на то, чтобы и никаких договоренностей по этому поводу не было, а компания DART, значит, приняла такое решение и направила дополнительные средства на, значит, разработку проектной сметной документации аэровокзального комплекса. В этом и кроется суть, значит, рабочего процесса обсуждения. Мы в первую очередь отстаиваем интересы государства.
И даже несмотря на то, что в соглашении о ГЧП, о чем мы в своем пресс-релизе позавчера коротко проинформировали общественность, у нас прописано, что частный инвестор в пункте 8.8 для точности, частный инвестор обязуется обеспечить затраты на компенсацию расходов на разработку проектной документации. Именно поэтому мы пытаемся прийти к общему мнению с компанией DART, ныне она переименована и называется Aeromanagement, но это одна компания, чтобы вы понимали. Вот. И значит, хотим прийти к общему решению, обоюдному, ну и, соответственно, предоставить возможность вновь избранному, отобранному инвестору реализовать свои обязательства в соответствии с соглашением о ГЧП. Всех волнует этот вопрос, кто должен выплатить вот эту сумму? Выплатить затраты, понесенные, значит, предыдущим инвесторам на разработку проектной документации, должен новый инвестор, компания «Инфраструктурное развитие». Это четко прописано в соглашении о государственно-частном партнерстве. Никаких возражений, никаких значит, предложений о изменении данной нормы от нового инвестора не поступало. Более того, мы с ними прорабатываем этот вопрос. Возникла необходимость в запросе определенных документов. Мы официально обратились в компанию Aeromanagement, получили соответствующие, значит, ответы. В какой-то степени нас эти ответы удовлетворяют, в какой-то степени нет. Но опять же, я еще раз хотел бы обратить внимание, что идет рабочий процесс обсуждения вопроса. И выносить на данном этапе на публичное обозрение еще с политическим окрасом, на мой взгляд, совершенно неверно. А что касается самих обязательств, то опять же, я так понимаю, что у Адгура Амирановича есть в наличии сам договор займа, кстати, к которому были подписаны еще 3 дополнительных соглашения, которые меняют ряд пунктов, значит, принятые в первоначальном виде. Речь идет о том, что задолженность, договор займа заключен на определенный период. И обязательства по выплате, полной выплате всей суммы возникают 31 декабря 2026 года. То есть говорить о том, что с прошлого года инвестор, я имею в виду компания DART, ущемляется в своих правах и как бы выступать, не понимая, да, всей картины, которая происходит, и выступать в защиту, на мой взгляд, не совсем верно. Абсолютно понятна позиция абхазской стороны. Позиция абхазской стороны заключается в четком соблюдении интересов государства. И это не просто попытка защитить интересы, это позиция, которая опирается на конкретные правовые акты, которыми мы руководствуемся. Получается, до 2026 года компания DARTS даже в суд не сможет подать? Нет, компания DARTS имеет право в установленном порядке обратиться в суд даже на данном этапе. Но хочу вас проинформировать, что из, так скажем, нашего общения вопросы об обращении в суд не стоят. Сейчас идет вопрос о досудебном урегулировании вопроса, который у нас возник. Компания DART предъявляет одну сумму, мы с ней не согласны и аргументированно не согласны, и мы сейчас этот вопрос обсуждаем. И абсолютно не стоит, на мой взгляд, сейчас в этот процесс как бы вмешиваться и пытаться на этом набить себе политические очки.
Да, можно, пожалуйста? Надежда Боровикова, Абаза ТВ. Джансух Эдуардович, если мы правильно поняли, или поправьте меня, может, я неправильно понимаю, на момент подписания соглашения с ООО «Дарт» ни абхазская сторона, ни ООО «Дарт» не знали о том, что будет межправительственное соглашение и конкурс дальше, вот все, как дальше происходило Минэкономразвития, то есть не было об этом понимания? Или почему тогда в соглашении о намерениях были прописаны вот эти пункты об эксклюзивности, и почему ООО «Дарт» рассчитывала, что именно с ними заключат договоры, почему они свои средства согласились тратить на проектно-сметную документацию, если еще не было гарантий, что они будут этим заниматься? Вот это объясните, пожалуйста. На том этапе было четкое понимание, что данный проект не может быть реализован без межправительственного соглашения. Если бы компания DART была бы готова за счет своих финансовых ресурсов, без предоставления обширного перечня льгот реализовывать данный проект, то не потребовалось никакого межправительственного соглашения и так далее. Но, понимая всю сложность ситуации, сложность проекта, прекрасно и абхазская сторона, и компания DART понимали, что без правительственного соглашения данный проект реализован быть не может. Ну а вопрос о проведении конкурса, естественно, появился в процессе рабочего обсуждения межправительственного соглашения, что четко и отражено. Поэтому говорить о том, что компания DART, подписав соглашение о намерениях, где, кстати, четко сказано, что речь идет о намерении сторон в дальнейшем реализовывать проект и выполнить ряд действий, да, подписать ГЧП и так далее. Это были намерения, но ситуация, сложившаяся в дальнейшем, привела к тому, что межправительственное соглашение было подписано именно в том виде, в котором согласовали все стороны. Этот документ был ратифицирован парламентом, и предъявлять претензии Министерству экономики о том, что они чего-то не сделали, что не входило в их полномочия и компетенции, ну, на мой взгляд, не совсем правильно. То есть вопрос, опять же, да, если по существу рассматривать, все предельно понятно. И мне хочется, поэтому я вас прошу, если есть какие-то вопросы и что-то непонятно, вы, пожалуйста, задавайте уточняющие вопросы. Да. Еще один, пожалуйста. Да. То есть получается, что новый инвестор сделал отдельный проект. По какому проекту сейчас строится аэропорт? Ведь если спор решения урегулирован, значит ООО «Дарт» не передало никакую проектно-сметную документацию. И новый инвестор сделал отдельно проект за свои деньги. И теперь еще должен выкупить вот этот проект, который делал ООО «Дарт», и который уже, по сути, не нужен. Не актуален. Да, не и актуален. просто заплатит эти деньги из уважения к нам, да? Ну, не из-за уважения, скажем, а из-за договоренностей, которые зафиксированы в соответствующем документе. Совершенно верно. Действующий, значит, проект аэропорта, он будет основываться на совсем другие документы. Проектная документация, которая разработана компанией DART, уже потеряла свою актуальность. Новый инвестор, безусловно, разрабатывает свою проектно-сметную документацию как на аэродромную часть, так и на аэровокзальную часть. Эти документы находятся в процессе прохождения государственной главгосэкспертизы Российской Федерации в установленном порядке. И дальше в четком соответствии с новыми проектами будет реализовываться, значит, проект по реконструкции аэропорта. А здесь совершенно верно, понимая, что ситуация сложилась так, что абхазской стороне пришлось взять займ, этот вопрос сразу был поднят, что у нас есть такие обязательства, и нам нужно обеспечить погашение этих обязательств. Инвестор взял на себя такие обязательства и согласился их погасить. Фатима Гергеб Хабсу Телехопшра. Жохарад Владислав Арзенбаихет Схо Хайрбагаз Жларбжар Биардра Апсу Жларзики Запшухтас на Европ. Гизима Дзадзам Уян Ртуал Шара Кошира Чахо Дарахдиаспори Харихайма Дарома Турист Собсна Тарома Дачат Пылага Джимнидза Гушашу Пснахайнава Уи Лацфядуб. Аха Яха Хайрбагаз Ард Разал Шара Нуго Хара Прхага Захтой.
сара сгәы ишаанаго Аԥсны иқәынхо аӡәымзарак аӡәы абри апроект даԥырхагахар иҭахӡам. Аха аӡәы изеилымкаауама, аӡәы дацхраар иҭахны акы иҳәома, убри хәыҷык ишаԥырхагахогьы рзеилымкаауазар ҟалап џьыкәу-џьыкәу. Аха зегьы абри ҳаирбаӷәаза аус аурц аҳаирпланқәа ԥыруа иҟаларц зегьы ишырҭаху сара хаҭала агәра згоит. Ара ҳазлацәажәо аус бзиоуп ԥсышәала бышсазҵааз зегьы ираҳар сҭахым. Ҳазлацәажәо аус ари акәамаҵама абыс иаацәырган алацәажәара азингьы иҟаӡам. Абри аиқәшаҳаҭра сызлацәажәоз аекономика министрреи абри акомпаниеи дарт ҳәа захьӡоз знапы зҵаҩу. Абра иҟоуп араздел конфиденциальность захьӡу. Ара зегьы ануп. Абри азҵаара алацәажәара ганки даҽа ганки азин рымаӡам. Досу иҩны азин рырымҭар. Абри ҳазҿугьы иахьа иашаӡам. Аха ауаа ргәы иҭыхоит, ауаа азҵаарақәа рызцәырҵит. Абри рызҵаарақәа зегьы аҭак ҟаҳҵарц азы абри ианугьы хәыҷык ҳалақәа аҳаркит. Ԥсышәала ианышәҳәа саргьы ԥсышәала зҵаарак сҭир сҭахуп. Ари проект дууп ҳаирбаӷәаза аартра. Аха абас акәша-мыкәша ицәырҵуа ацәажәарақәа аинвесторцәа ршәома, ҳтәыла аинвестициатә имидж ԥырхага анаҭома, ҳаҩызаратә еизыҟазаашьақәа Урыстәылеи ҳареи анырра анаҭома, абас иҟоу арҭома абарҭ рҩызцәа ацәажәарақәа. Ҳәарада Сима ауаҩы, ари баша уаҩым адәаҿы аинтервиу змырхуа. Дгәыр Арӡынба иахьа ауаажәларратә усуҩ ҳәа ихы иԥхьаӡоит. Иара ҳаԥхьаҟа аполитикатә процессқәа иҟало ихалаирхәырц сара излаздыруала игәы иҭоуп. Ариза уаҩы акамераҿ аԥхьа абриҩыза аусқәа аниҳәо ҳпрезидент алегитимность ицәыӡит, аинвесторцәа шәус ибзиаӡан шәахәаԥш ҳәа ахьреиҳәо уи хымԥада абри аинвестиционный климат ҳәа захьӡу, Аԥсны аинвестиционный климат ҳәа изахьӡу иаԥырхагоуп. Ари аинвестиционный климат ҿырԥшыгас иаҳҳәар ҟалоит иахьа асасцәа иаҳзаауа аԥсшьаҩцәа. Џьара адәаҿы иакәымк аӡәы иреиҳәар, ргәы нирхар, убригьы аинвестициатә климат иаԥырхагоуп. Арҩыза усаҿы, арҩыза апроект ҩ-ҳәынҭқаррак еидгыланы аиқәшаҳаҭра ахьрыбжьарҵаз. Арҩыза аԥара ду, ҳара ҳалшарақәа рыла ари ԥара дуӡӡоуп. Ҳара алшара ҳамандаз, ҳара ҳҳәынҭқарра еижәижәаба шықәса ҵит, халагьы ҟаҳамҵози. Аха азҵаара ари аԥара ада иара аԥырра азини аполитикатә даҽа акәамаҵамақәа рацәаӡаны иацуп. Абри аҩыза апроект аҿы абыс алацәажәара иашам ҳәа сара исыԥхьаӡоит. Аха хымԥада уи аҵыхәанӡа ишнаҳго агәра ганы сыҟоуп. Уи иаҳҳәар ҳалшоит, иахьа иаахтны иаҳҳәом, иара амзызқәа ыҟоуп ҳзаламцәажәо. Аха ауаа ирбартә иҟоуп иара стройплощадкаҿы амашьынақәа, усуҩцәа уахгьы-ҽынгьы аус шыруа. Уахгьы-ҽынгьы аусура цоит. Аԥырратә ацәаҳәома, иара егьырҭ обиектқәа роума, зегьы рыргылара ишахәҭоу ицоит. Шықәсқәак раԥхьа зынӡа абри ҳаирбаӷәаза Аԥсны иаарҭхоит ҳәа агәыӷра ыҟаӡамызт, иара убригьы агәра ргаӡомызт абри аҩыза алҵоит ҳәа.
агәыӷра ыҟан, аха алшара ыҟаӡамызт. Ижәижәаба шықәса ҵуеит, аибашьра нҵәеижьҭеи аҳаирбаӷаза аҳәынҭқарра ишахо, аекономика шышьҭнахуа, аԥхьаҟа ишаго, уи ҳәарада зегьы еилыркаауан. Шәара ижәдыруеит, апрезидентцәа раԥхьа иҟаз даараӡа аџьабаа ду адырбалахьан ари азҵаара. Зныкымкәа, ҩынтәымкәа, ақьаад напаҵаҩра аҟынӡагьы ҳнеиуама, ҳамнеиуама ҳгәы хыҭхәыҭуа ҳазыԥшын. Аха алҵшәа амаиуӡацызт. Иахьа Аслан Гьаргь-иԥа ибзоурала убри аҩыза аҭагылазаашьа ҟалеит, ақьаадқәагьы зегьы рнапаҵаҩуп, иара ақьаад адагьы лабҿаба иаҳбар ҳалшоит аусурақәа шымҩаԥысуа, аргыларатә усурақәа шымҩаԥысуа. Уи умбар залшаӡом, уи сара убра саннеиуаныс ҳанахәаԥшуа исыҽны иубот ахаҿсахьа аеродромоума, аеропортоума ахаҿсахьа аҽеиҭанакуеит. Уи угәы иаамыхәар ҟалаӡом. Адгәыргәынба Аԥсуа радио. Бара шәанцәажәоз шәажәа иалацны ишәҳәеит, ари милаҭтә проектуп ҳәа ииашаҵәҟьаны ус уахәаԥшыр ауеит. Аԥсны иқәынхо ажәлар зегьы мацара рзакәымкәа ҳадиаспора Ҭырқәтәыла иҟоу, иара адунеи зегьы алаԥсуа аԥсуаа рзыҳәаны иаарҭахханы иаразнакы Аԥсныҟа иааратәы алшара ҟалоит. Уи иаҳау проект дук абарҭ аҵыхәтәантәи ашықәсқәа ирылагӡаны иҟаӡам. Абас еиԥш иҟоу уи аус еиҵазҟьоу ацәажәарақәа аус иаԥырхагамхозар еихуеит ҳәа зусзаалакгьы аӡәгьы игәы иаанагӡом. Убри наԥшны исҳәар исҭаху иахьатәи аамҭа азыҳәан иарбан усқәа ицоу, аусқәа банӡа неихьоу, абри иҟоу ацәажәарақәа аиқәшаҳаҭра абри аҟәыршь аганахьала хәыҷык аихьымӡарақәа иҟоу иршәаран иҟоугьы абри аус иаԥырхагома иаангыланы акрыҟоума ус конкретла изҿу иахьатәи аамҭазы иабанӡа неихьоу аеропорт аҿы? Акымзарак ҳаамгылаӡам, иара аграфик ишаҳәо еиԥш, ҳәарада ари аҩыза проект ду аҿы зҵаарақәак цәырымҵыр ҟалаӡом. Ишыжәдыруа еиԥш, зныкымкәа, ҩынтәымкәа ҳаргьы ҳҳәахьан иуль амз азы абри раԥхьатәи атест полет ҟалот ҳәа иазгәаҳҭахьан. Аха убригьы мзызқәак амоуп изахаҳгаз. Ари азҵаараҿы ицәырҵит апроблема зыдҳәалаз ацемент рхы иадырхәо Аԥсны иҟаӡам, Урыстәылантәи иааҳгароуп. Аԥслымӡҵәҟьа абри аԥҟаррақәа ирыҵанакуа аԥслымӡ рхы иадырхәо Аԥсны иҟаӡам. Убригьы зегьы ҭаргалоит. Нас иҟоу жәдыруеит аибашьра цот, ари аҩыза проект дуқәа иаҭаху аресурсла аиқәыршәара даараӡа ицәгьахеит. Убригьы Урыстәылатәи ҳҳәынҭқарратә правительство ацхыраара дуӡӡа ҟарҵеит, ацемент аганахьалоума, иара аагара железная дорога ала убрагьы зныкымкәа проблемақәа ҟалеит, аха убри зегьы ҳацхрааны иҳаӡбеит. Иахьа ишахәҭоу аграфик ҿыц иаҳадыргалаз ала иақәыршәаны аусура иаҿуп. Иара абри аԥырра цәаҳәатәа ҳҳәозар, 50% аҟаҵара иахьа иҟоуп. Даҽа хәыҷыкоуп ирзаанхаз иалгоит. Акадрқәа рызҵаарагьы ҳамҳәар ауӡом, избанзар уи иргыланы узахәаԥшӡом. Это я задам вопрос еще. Да-да. Акадртә зҵаарақәа уаанӡа алаҳәара ҟарҵахьан ирыдыркылоит аусзуҩцәа ҳәа. Убри аус абанӡа неихьоу Аԥсны иазхома аеропорт аусура азыҳәан акадрқәа? Ҳәарада Аԥсны иҟоу специалистцәа зхаӡом, иҷыдоу специальностқәа ртәаҳҳәозар. Иахьатәи амш азы ҩынҩажәаба инереиҳаны ауаажәлар аусура иргахьеит. Аусура иаҿуп, аӡәы аусура даҿуп, аӡәы ирҵара иаҿуп, уи апроцесс цот. Иара апроект атәаҳҳәозар,
ианалго аамҭазы хәышә ҩык инреиҳаны убра ауаа аусутә роуеит. Убри хыԥхьаӡара аҟынтәи ԥшьыни жәаба процент аԥсуаа Аԥсны инхо ажәлар аусурҭақәа роуеит. Убригьы даараӡа ҳазыԥшуп, даҽа социал проблема аӡбоит, избанзар уа аусура даҽакала ишьақәырӷәӷәоуп, раԥхьаӡа иргыланы ауалафахәы, ауаҩы аус зуа ихы ныҟәигартә дҟалоит, убри даараӡа ҳаигәырӷьоит. Зураб Аргәын, Интерфакс. Аҳаирбаӷәаза анышьақәыргылахлак, убри алшьақәырылза уаанӡа ус рҳәон аԥсуа авиакомпаниа ԥҵатәхоит ҳәа, убри аус шәышԥахәаԥшуеи, ауам убаҩзы? Уи азҵаара уажәыгьы гәлоуп. Аԥсуа авиакомпаниа ҟалоит ҳәарада. Иахьагьы Аԥсны ишыжәдыруа еиԥш иҳамоу аҳаирпланқәа рацәам, аха хәыҷ-мыҷқәак иҳамоу аԥырра иаҿуп. Ԥсҳәы иԥыруеит, ижәдыруеит, аха ари ҳазлацәажәо жәларбжьаратәи аԥырра иалахәхо авиакомпаниа уи ҳаӡбоит иаарласӡаны. Уи зыдҳәало ижәдыруеит ари ИКАО ҳазырҳәо организациа ԥҟаррақәа амоуп. Уи ҳара ҳастатус инаӡганы проблема дуӡӡақәа ҳазцәырнагоит. Убри инақәыршәаны раԥхьаӡа иргыланы ҳәарада Урыстәылатәи авиакомпаниақәа аус рулоит, аха убриза аҭагылазаашьа ҟалар ҟалоит, ҳара ҳаԥснытәи авиакомпаниагьы убра иалахәны аԥырра иалаго ҳәа ҳгәыӷуеит. Скажите, пожалуйста, по какой причине не состоялся технический рейс, который был анонсирован на конец июля, уже 6-7 августа сегодня? Тестовый полет планировался на июль месяц, но, безусловно, в реализации столь крупного для Абхазии проекта возникают различные вопросы. И пришлось по определенным объективным причинам перенести данную дату. Здесь в первую очередь вопрос касается возможности доставки необходимых ресурсов, в частности, я имею в виду цемент, песок, который, как вам известно, отсутствует в Абхазии, пригодны для использования в процессе реконструкции и строительства. Ну и ряд других, так скажем, объективных причин, которые, по обоюдному согласию инвестора и абхазской стороны, пришли к мнению, что технический полет будет немного сдвинут. Но хотелось бы отметить, что все запланированные, в соответствии с вновь утвержденным планом, графиком работы, они идут в четком соответствии. Процент исполнения ремонтных работ именно взлетной полосы на сегодняшний день составляет порядка 80%, а это очень высокий показатель исполнения. И мы надеемся, что в ближайшем будущем все ремонтные работы, связанные и с взлетной полосой, все мероприятия, связанные с аэродромной инфраструктурой, а это, как вам известно, ряд сложных систем аэронавигации, системы сигнализации, света, звука и так далее. То есть аэропорт, по сути, являясь стратегическим объектом, достаточно сложным, промышленно сложным объектом, предполагает наличие ряда сложных систем, в том числе и безопасности. Все эти процессы нами контролируются, мониторятся, и мы надеемся, что в установленные сроки все это будет реализовано. Но как бы не отодвигались по тем или иным вопросам какие-то графики, абсолютно
однозначно в декабре аэропорт должен быть запущен. Весной этого года группа депутатов прибыла в Бабушару, и они намеревались посмотреть, как происходят ремонтные работы. Но в социальных сетях была информация, что их якобы туда не пустили. Как вы это прокомментируете? Все очень просто. Это ситуация, которая возникла, произошла из-за несогласованности действий. Как вам известно, аэропорт является режимным объектом. И пропуск на территории аэропорта людей, он, естественно, ограничен. К сожалению, нам, естественно, не было известно, что группа депутатов планирует посетить объект. Люди, которые выполняют свои должностные обязанности в части охраны периметра, депутатов в лицо не узнали, к сожалению. Вот. И возникла небольшая, так скажем, заминка, да, в том, чтобы депутаты прошли на объект. Но как только нам стало об этом известно, мы оперативно проинформировали соответствующие структуры, и у депутатов была возможность на том этапе, значит, ознакомиться с объектом, посмотреть, что там происходит и так далее. Мне кажется, что, опять же, да, вот эта вот наша особенность, излишняя политизированность, да, нашего общества, она иногда имеет вот такую вот обратную сторону медали. Но, на мой взгляд, было бы странным, если на режимный объект мог бы заходить на сегодняшний день любой человек. Я ни в коем мере не говорю, что депутаты не имеют права. Депутаты, народные избранники, они имеют право. Но есть определенные процедуры согласования. Даже мы, для того, чтобы попасть на объект, я как министр, мои данные, паспортные данные находятся у службы безопасности, на мою персону выписан пропуск, на служебный автомобиль выписан соответствующий пропуск. Только так, значит, организован процесс доступа на объект. Сухумский аэропорт – это важный экономический, не только экономический, да, проект, и политический проект. Но насколько опасны вот такие разговоры внутри страны, вокруг вот таких больших, крупных проектов в плане инвестиционного имиджа, я имею в виду, страны, влияния? Ну, безусловно, высказывания различных общественных деятелей по поводу тех или иных вопросов, в данном случае мы говорим о проекте, крупном проекте по реконструкции аэропорта, негативно сказывается в целом на, значит, инвестиционном климате нашей страны. Любой инфоповод становится достоянием всей мировой общественности. Поэтому мне кажется, что мы должны очень серьезно заботиться о нашем инвестиционном климате. Ну и если вы позволите, мое личное мнение как гражданина, как человека, который в следующем году отдаст свой голос тому или иному потенциальному кандидату в президенты, высказывание о том, что действующий президент потерял легитимность, просто недопустимо. Мы с вами живем в демократическом, но в первую очередь в правовом государстве. И высказывания, которые выходят далеко за рамки правового поля, на мой взгляд, в среде общественно-политических деятелей недопустимы. Высказывания, угрозы. Мы же государство строим с целью развития, да, и создания светлого будущего. И мне кажется, что первостепенной задачей является четкое следование закону. Четкое следование закону, которое позволит нам оставаться в правовом русле. И обвинения в части, я даже не знаю, как это квалифицировать, но, наверное, соответствующие службы и правоохранительные органы, им виднее, они, наверное, дадут какую-то правовую оценку в том, что какие-то претензии к действующему президенту, даже к членам его семьи в вопросе, в котором
после данного брифинга, да, возникло еще больше вопросов, чем было ранее, ну, не совсем верно. И я бы, вот как избиратель будущий говорю, предостерег общественно-политических деятелей от подобного рода высказываний, ну и стратегий вообще. Может быть, это попытка привлечь или набрать политические очки, но мне, как избирателю, это не импонирует. В политической борьбе, в оппонировании власти тоже должна быть красная линия, позволяющая не забывать о стране, для которой Сухумский аэропорт – важный экономический и не только экономический проект. О недругах наших, всячески препятствующих реализации этого проекта, вне страны больше, чем достаточно. Навязывать политическую возню вокруг этого проекта внутри страны более чем опасно. К сожалению, эта возня уже началась, и инвестиционному имиджу нашей страны уже нанесен ущерб. Спасибо за участие в пресс-конференции. На этом сегодня все.